Аркам ТВ представляет эмоциональная история «Кающийся Ахмад». Мои дорогие братья и сестры, сегодня я хочу рассказать вам одну историю. Историю, которую я рассказывал еще 24 года назад. Тогда она вдохновила многих людей, и многим из них она дала надежду. А сегодня я хочу поделиться ею с вами. Эту историю рассказал один из выдающихся шейхов, которых я слушал еще в 90-х, когда мне было около 15 лет. Его зовут шейх Саад Аль-Брейк. Что касается этой истории, то шайтан может внушать вам, что я ее сам выдумал. Но, клянусь Аллахом, я подтвердил ее достоверность, пообщавшись с людьми, которые принимали в ней непосредственное участие. Эта история произошла в городе Рияд в Саудовской Аравии. Но я думаю, что она будет актуальной для всех нас. Для начала я хотел бы сделать небольшое вступление. Это история о покаянии и надежде о прощении Аллаха и Его милости. Это история о том, как ты скатился на самое дно и совершил всевозможные грехи. И она говорит тебе не сдаваться. Ведь Всевышний Аллах прощает все грехи. Дорогие братья и сестры, эта история начинается с одного шейха, имя которого мне неизвестно. Но он живет в Рияде, и однажды он отправился в поездку. Возможно, он поехал на конференцию или в командировку в одну из стран, граничащих с Саудовской Аравией. До сегодняшнего дня я не знаю, что это за страна. Но, по-видимому, там было место, где люди из стран Запада могли наслаждаться алкоголем и тому подобными вещами. Итак, шейх рассказывал, у меня были некоторые дела в этой стране. И я завершил их за день до моего вылета. Я был очень уставшим и измотанным. И искал, где можно было бы остановиться на ночь. Я не был знаком с этим городом и не знал, какой он. Поэтому я решил снять номер в отеле. Но в том отеле я увидел мужчин и женщин, которые предавались похотливым искушениям, пили вино и танцевали под музыку. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Один из людей, которые там работали, оказался мусульманином-иммигрантом. И он, увидев меня, сказал: «Шейх, пожалуйста, уходите, это место не для вас. Я не хочу здесь видеть шейха, который является образцом для подражания». И шейх ответил: «Но куда же мне пойти? Я очень сильно устал». Работник отеля сказал ему: «Шейх, вы можете остаться здесь, но это место совершенно вам не подходит». Дальше шейх рассказывает: «Я не мог остаться там, поэтому я ушел. Неподалеку я нашел парк и решил поспать на лавочке. Мне было все равно, ведь я был очень уставшим. Мой самолет вылетал в полдень. И ближе к утренней молитве я решил взять такси до аэропорта. В аэропорту была молельная комната, где я совершил утреннюю молитву. Обычно никому не разрешают спать в комнатах для молитвы, но я был настолько уставшим, что не мог бороться со сном. Пока я спал, никто не входил туда. Но примерно через час меня разбудил чей-то плач. Я проснулся и увидел молодого мужчину, примерно 25 лет. Ему явно еще не было и 30. Он только начинал свой жизненный путь. Он молился и плакал так сильно, как плачет мать, которая только что потеряла своего ребенка, или как тот, кто только что потерял близкого человека. В своей жизни я видел много людей, которые плакали в молитвах, и не обратил на это особого внимания. И я был слишком уставшим, поэтому снова уснул. Ближе к полудню я снова проснулся и увидел этого мужчину. Он подошел ко мне, его глаза выглядели так, будто он не спал 3 или 4 дня. Он выглядел голодным и уставшим. Было видно, что он очень страдает. Он посмотрел на меня и с удивлением сказал: «О, шейх, неужели вы правда можете спать?
Я ответил: «Да, я очень устал». И этот мужчина сказал: «Клянусь Аллахом, я забыл, что значит спать. Я не могу уснуть. Я скитаюсь уже 3 дня и 3 ночи. Не могу ни спать, ни есть, ни наслаждаться жизнью. Я не хочу возвращаться домой». Я спросил у него, в чем дело, и он сказал: «Я из Ир-Рияда, и я не хочу возвращаться к своей семье». Приближалось время молитвы. Мы решили совершить обеденную молитву, и я сказал ему, что с позволения Аллаха мы поговорим после нее. Мы совершили обеденную молитву вдвоем. Никто не присоединился к нам. После молитвы у меня было еще пару часов до вылета, и он поведал мне свою историю. В этой истории мы будем использовать имя Ахмад. Это не настоящее имя этого мужчины. Это имя, которое назвал шейх, так как он не хочет раскрывать его личность. Итак, Ахмад сказал мне: «Я женатый человек. У меня есть дети. И я родом из очень обеспеченной семьи. Мы предприниматели. Нам не нужно работать, потому что весь наш доход пассивный. Наше состояние достигает миллионов, а может и миллиардов. У нас есть абсолютно все. Горничные, рабочие, лучшие машины, самая лучшая еда. У нас есть все, что только можно представить. Но со временем мне слишком наскучило все это богатство и роскошь, и я подумал: неужели в жизни нет ничего большего? Да, у меня есть все, но я хочу попробовать что-нибудь другое». Братья и сестры, шайтан именно так и поступает. Он подходит к тебе и говорит: «Почему бы тебе не выйти из своей зоны комфорта? В этом нет ничего плохого». Но потом он говорит тебе: «Почему бы тебе не попробовать то, чего ты никогда раньше не делал? Ты знаешь, в исламе много запретного. Почему бы тебе для разнообразия не попробовать что-нибудь запретное? Просто попробуй, не нужно сразу начинать с чего-то крупного. Начни с малого. Погуляй с какими-нибудь парнями или девушками, которые, может быть, совершают какие-то запретные деяния. Ничего страшного, побудь в их компании, расслабься, получи удовольствие. Вернись, и все будет хорошо». Затем шайтан говорит тебе: «Не волнуйся, совершишь пару молитв, и твои грехи смоются». Некоторые люди говорят: «Ничего, иди соверши пару грехов, потом съездишь на умру, и она смоет твои грехи». Именно так думал этот человек. Он сказал шейху: «О, шейх, шайтан подошел ко мне, и я решил, что хочу сделать то, чего никогда раньше не делал. Немного запретного, всего парочку мелких грехов, но я не мог этого сделать, так как вокруг была моя семья. Все вокруг знали меня. Я не мог совершать грехи там, где меня видят люди. Мне нужно было находиться подальше от них. Раз уж я собрался совершать грехи, то я должен был делать это там, где никто меня не осудит. Я хотел немного расслабиться, вернуться, совершить умру, и все. Поэтому я выдумал предлог. Сказал своей жене и детям, что отправляюсь в деловую поездку, и приехал в страну, где мы с вами сейчас находимся. Шейх, я клянусь Аллахом, я не намеревался совершать ничего серьезного. Я всего лишь хотел совершить несколько мелких грехов, вернуться и покаяться. Ведь Аллах, свят Он велик, прощает все грехи. Я даже не заметил, как окружил себя людьми, которые приехали сюда из других стран. Они были мусульманами, такими же, как я. Они молились и постились, но они приехали сюда по той же самой причине. Субханаллах, как ловко шайтан заманивает людей в такие места. Я окружил себя компанией людей, которых искал, чтобы хорошо провести время. Посмотреть, как они совершают грехи, смеяться и наслаждаться этим. Но я даже не заметил, как день за днем и ночь за ночью мои искушения стали расти. То, что я считал большим грехом, стало казаться мне нормальным. То, что я считал плохим, стало казаться мне незначительным. Ведь все вокруг это делали. Я просто онемел. Мои страсти начали расти. Я был вдали от жены и детей, с друзьями, которые окружали меня. Все казалось таким легким и нормальным. Я поддался давлению общества и начал воспринимать все очень легко. Знаете то чувство, когда грехи начинают казаться обычным явлением? Он рассказывал: проходили дни и ночи, и вот мы уже были окружены алкоголем. Я никогда не пил, клянусь Аллахом. Мы были окружены азартными играми, но, клянусь Аллахом, я никогда не играл. Затем, наконец, пришли женщины, и мои друзья хотели поболтать с ними и немного пофлиртовать. Я тоже флиртовал с ними, они со мной. А потом мы начали болтать друг с другом. День за днем, ночь за ночью. Мои друзья заходили в номера и выходили оттуда радостные и счастливые, пили алкоголь. А я просто улыбался, пока меня не начали одолевать искушения. О, шейх, одна женщина, которая сидела со мной, была такой очаровательной, что я уже не мог бороться с искушением.
Братья и сестры, в науке существует такое понятие, как префронтальная кора. Я хочу, чтобы молодые люди знали об этом. Префронтальная кора начинает развиваться, когда человек достигает половой зрелости, и развивается примерно до 25 лет. Она отвечает за принятие решений, за нравственные чувства, за способность отличать хорошее от плохого. Это рациональный центр нашего мозга. Когда префронтальная кора блокируется, ты больше не способен мыслить рационально. Ты руководствуешься своими желаниями и эмоциями. Он сказал, что его страсть начала усиливаться. И это верно с научной точки зрения. Когда желания и искушения усиливаются, префронтальная кора блокируется. Аллах сделал так, чтобы вы не стеснялись ваших жен или мужей, когда поженитесь, чтобы вам было легко вместе, чтобы вы не стеснялись уединяться со своими супругами и могли с позволения Аллаха продолжать свой род. В этом вся суть брака. Но, конечно же, помимо этого, брак — это еще и любовь, и все, что предшествует страсти и искушению. Итак, он рассказывает: «Мое сознание затуманилось, страсть взяла надо мной верх, и я не знаю, как я оказался в одном номере с этой женщиной». Как и говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, какой бы мужчина ни уединился с женщиной, третьим между ними обязательно будет шайтан. Никогда не думай, что ты такой сильный и праведный, и не впадешь в искушение. «О, шейх, я никогда в жизни не делал ничего подобного. Внезапно 1 минута превратилась в 2, 2 минуты превратились в 5, и я обнаружил, что совершаю с ней харам. Настоящая зина. О, шейх, я не знаю, что со мной произошло. Внезапно это временное блудное удовольствие закончилось. И когда все закончилось, моя страсть утихла, и ко мне вернулось мое сознание и вера. Меня захлестнуло чувство вины и стыда, и я едва мог удержаться на ногах. Мне казалось, что стыд и вина сжигают меня изнутри, и я хотел просто провалиться сквозь землю. Я сказал сам себе: «Что же ты наделал? Как же моя жена? Как же мои дети? Как же моя будущая жизнь? Всевышний Аллах не простит меня за это. О Аллах, как же я здесь оказался? Я забыл обо всем на свете». Я закричал, выбежал из номера и побежал вниз по лестнице. На входе в отель я увидел одного мужчину из нашей компании. В конце концов, он оказался, простите меня за это слово, сутенером. Тем, кто нанимает женщин и зарабатывает на этом деньги. Я стал одной из жертв этого человека. И когда я узнал об этом, то подумал: субханаллах, лучше бы он просто взял мои деньги или сказал, что они пытаются со мной сделать. Но, субханаллах, в итоге я совершил прелюбодеяние, большой грех. О Аллах, что же мне делать? Он спросил меня: что случилось? В чем дело? И я ответил: я совершил зина. Ты знаешь, что такое зина? Это прелюбодеяние. У него в руках была бутылка вина, и он сказал мне: «О, это очень легко исправить. Вот, выпей вина, и ты забудешь все свои проблемы. Ты не будешь чувствовать никакой вины. Забудешь все свои переживания, и все будет хорошо». Я ответил ему: «Теперь, после того, как я, возможно, лишился жены в раю, ты хочешь, чтобы я лишился райского вина?» Этот человек, этот шайтан, сказал мне: «Аллах прощающий, милостивый. Не переживай, Он простит тебя». Но он забыл, что Аллах, свят Он велик, еще и суров в своем наказании. Для грешников Он уготовил огонь, и в судный день на нем будет 70 тысяч цепей. Каждую цепь будет держать 70 тысяч ангелов. Если один из них отпустит ее, то огонь поглотит всех. Он забыл, что Аллах суров в наказании. Я оттолкнул его и сказал: «Оставь меня! Оставь меня! Ты причинил слишком много вреда». Затем я выбежал из отеля и пошел, куда глаза глядят. Я бродил по ночам, как бездомный. Плакал, я не мог есть, спал где придется, копался в мусорных баках, как бездомный. Ведь я недостоин быть в этом мире. Я стал худшим из людей. О, шейх, я не заслуживаю прощения от Аллаха. Шейх посмотрел на него и не знал, что сказать. Он не хотел, чтобы этот мужчина причинил себе вред. Ведь у него еще есть надежда. Единственное, что пришло ему в голову, это аят из Корана. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. Ахмад посмотрел на него и сказал: «О шейх, это правда, Аллах простит всех, кроме меня. Я не заслуживаю прощения. Меня окружают шейхи и ученые. Я родом из мусульманской страны, земель хаджа и умры. Я женат, у меня есть дети. Я знаю, что такое харам и что такое халяль, но я все равно впал в этот грех. Я не заслуживаю прощения. Шейх, это ко мне не относится». В этот момент вдруг прозвучало объявление о посадке, и шейх сказал, что ему нужно идти. Он рассказывал. Я взял его контакты и пошел на посадку. Тогда я думал, я видел подобные случаи. Через 2-3 недели он забудет о своих проблемах. Он будет жить дальше. Спустя месяц я вернулся в Эр-Рияд и получил от него звонок. Он сказал мне: «Я хочу встретиться с тобой в мечети». Это было незадолго до хаджа. Я встретился с ним в мечети и заметил, что он изменился. Он больше не плакал, он не был расстроен, но в нем было нечто пугающее. Его лицо было пустым. Он сказал мне: «О, шейх, я позвонил тебе не для того, чтобы просто поздороваться с тобой, а чтобы попрощаться». Я спросил: «Куда ты собираешься?» Он ответил: «Я хочу сдаться правительству Саудовской Аравии, чтобы они забросали меня камнями». Я занервничал, схватил его и сказал: «Ты что, с ума сошел? У тебя же есть жена и дети. Аллах не приказывает тебе этого. Покайся перед Аллахом. Аллах прощающий. Есть много способов заслужить Его прощение. Ты не должен убивать себя». Он сказал: «Шейх, ни моя жена, ни мои дети не спасут меня от наказания Аллаха, а я хочу спастись от Его наказания. Отпусти меня, о шейх. Я только хотел поблагодарить тебя, прежде чем я покину этот мир, за то, что ты пытался помочь мне. Да воздаст тебе Аллах благом». Я не знал, что делать. Я держал его и пытался его остановить, но он хотел уйти. И тогда я сказал ему: «Ахмад, послушай, давай пойдем к ученому, которого мы оба уважаем, более знающему, чем мы с тобой, и расскажем ему твою историю. Если он скажет тебе сдаться, то я сам тебя отвезу». Наконец мы пришли к соглашению. Я заставил его пожать мою руку, так как опасался, что он тайно пойдет к властям. Он пожал мне руку и дал свое обещание. Затем мы поехали к уважаемому ученому, и он сказал: «Ему не дозволено выдавать себя». И этот ученый потом сказал мне: «Шейх, что за человека ты ко мне привел? Я не могу спать. Он звонит мне по ночам и говорит: шейх, бойся Аллахом в том, что ты говоришь. Клянусь Аллахом, в судный день я скажу Аллаху. Я хотел сдаться, но этот ученый сказал мне не делать этого». Ученый продолжал отвечать ему: «Я не сказал тебе ничего, кроме того, что основано на знании», пока Ахмад, наконец, не оставил его в покое. Через какое-то время Ахмад снова позвонил мне и попросил встретиться с ним в мечети. Мы встретились, и он сказал: «Я пришел, чтобы попрощаться». Я спросил: «Куда ты собрался на этот раз?» И он ответил: «Я хочу отправиться в хадж». Это свидетельствует о раскаянии. Я обрадовался и сказал: «Давай отправимся вместе». Но он отказался. Я подумал, что он, возможно, собрался совершить хадж вместе со своей группой. Во время хаджа, когда мы пришли на Джамарат, чтобы выполнить обряд побивания камнями шайтана, я увидел там Ахмада и позвал его. Но он убежал, как только увидел меня. Я подумал: субханаллах, что заставило его сердце отвернуться от нас? После этого я вернулся в Эр-Рияд и встретился с ним, чтобы спросить, почему он отвернулся от меня. Он ответил: «Шейх, почему ты хотел, чтобы я был рядом с тобой? Я грешник, а ты чист. Почему тебе хотелось, чтобы я испортил твой хадж? Я был слишком занят покаянием. Оставь меня, шейх. Почему ты хочешь видеть меня среди вас? Оставь меня». Порой я смотрел на паломников и думал: посмотри на всех этих людей. Как они чисты. Я худший из людей. Может быть, Аллах не простит и не примет хадж ни одного из этих паломников из-за того, что среди них есть я. А иногда я думал: может быть, Аллах простит меня из-за этих чистых душ, которые меня окружают. Субханаллах. Прошло время, и молодой Ахмад выучил весь Коран, от начала и до конца. Он начал поститься через день. Каждый день он совершал все 5 молитв в мечети. Он постоянно либо молился, либо раздавал милостыню, либо читал Коран, либо поминал Аллаха, либо уделял время своей семье. Он был счастлив как никогда. Он следил за каждым своим шагом, который совершал на своем пути к Всевышнему Аллаху. Я немного сокращу эту историю.
Прошли годы. Однажды к нам приехал ученый из Медины, и он рассказывал нам об одном из последователей-сподвижников по имени Ар-Раби' ибн Хусейм. Неверующие хотели погубить тех, кто влиял на молодежь. Этот молодой человек хорошо влиял на молодежь. И неверующие задумались над тем, как бы им избавиться от него, чтобы он перестал призывать молодежь к исламу. Они решили отправить к нему одну красивую женщину в городе. Они пришли к ней и сказали: «Мы дадим тебе 100 динаров, чтобы Ар-Раби' ибн Хусейм поцеловал тебя. Всего один поцелуй, чтобы ввести его в заблуждение». Она ответила: «За 100 динаров я заставлю его сделать намного больше». Она поджидала его, когда он выходил из мечети после вечерней молитвы. Как только она увидела его и раскрыла перед ним свое лицо, он отвернулся и закричал: «На что бы ты была похожа, если бы провела 1 час в своей могиле? Как бы вся такая красота выглядела через день после пребывания в могиле? Что бы ты сказала Аллаху? О Аллах, ты даровал мне красоту, а я использовала ее ради запретного?» Она была мусульманкой. И ее настолько впечатлили его слова, что она начала плакать, убежала, покаялась и начала поклоняться Аллаху так, что ее стали называть Абидатуль Куфа. Она была из иракского города Куфа. Ее назвали праведницей Куфы из-за того, что ей сказал Ар-Раби' ибн Хусейм. Когда шейх рассказывал эту историю, мы услышали, как один из присутствующих вдруг поднялся, закричал и выбежал из мечети. Он упал на четвереньки и кричал: «Ар-Раби' ибн Хусейм отверг ее, а я пошел к ней, чтобы совершить прелюбодеяние». Мы поняли, что это был Ахмад. Если бы я знал, что Ахмад был там, я бы попросил ученого не рассказывать эту историю. Шло время, но я не видел Ахмада. Затем однажды я встретил выдающегося ученого и решил попросить его помочь мне наконец найти решение для Ахмада. Сколько уже можно жить в таком глубоком отчаянии? Аллах не приказывал нам этого. Этот великий ученый сказал мне: «О шейх, в Коране есть один аят, который ты можешь прочитать ему». Я спросил: «Какой же это аят?» И он ответил: «Неужели ты не помнишь, что Аллах сказал в суре Аль-Фуркан: они не взывают к другим богам помимо Аллаха, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. Тот, кто поступает так, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милосердный. Мне не терпелось пойти к Ахмаду и прочитать ему этот аят. Это лучшее, что я когда-либо слышал. Почему я не замечал его раньше? Я пошел в мечеть, где Ахмад обычно отдыхал перед вечерней молитвой, но там никого не было. Тогда я вышел из мечети и начал звать Ахмада. Наконец, увидев его, я сразу начал читать ему эти аяты. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Когда я дошел до этих слов, его мучения будут приумножены. Ахмад выглядел так, будто я ударил его ножом. Тогда я продолжил читать. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Когда я закончил читать эти аяты, Ахмад подбежал ко мне, начал обнимать меня, целовать меня в лоб и плакать. Затем он улыбнулся и сказал: «О шейх, я выучил весь Коран наизусть, но сегодня, клянусь Аллахом, мне кажется, что я впервые в жизни слышу эти аяты. Как я мог не замечать их? Возможно, Аллах скрыл их от него, чтобы возвысить его степень в раю.
Позже, в тот день, имам мечети отсутствовал, и Ахмад был имамом во время вечерней молитвы. Он прочитал суру Аль-Фатиха, а затем он выбрал эти аяты. Когда он дошел до слов «кроме тех, кто раскаялся», он не смог сдержаться и пал ниц. Он никогда не мог дочитать этот аят до конца. Прошло несколько месяцев. Наступил Рамадан. И я получил неожиданный звонок от отца Ахмада. Он попросил меня срочно приехать. Я приехал к нему и постучался в огромную дверь его дворца. Как только его отец увидел меня, он расплакался и обнял меня. Я не мог понять, в чем дело. И тогда он сказал мне: «Твой брат, твой дорогой друг Ахмад, передал тебе салям. Прошлой ночью он вернулся к Аллаху». Субханаллах. Я не знал, кого мне оплакивать, Ахмада или его отца. Я вошел в дом, и там были похороны. Тело Ахмада внесли внутрь, чтобы его родные могли с ним попрощаться. Его лицо было накрыто покрывалом. Я приподнял покрывало с его лица и увидел, что оно просто сияет светом. Это было лицо того, кто покинул этот мир и отправился в рай. Я сделал за него дуа, поцеловал его в лоб и закрыл его лицо. Затем я сел рядом с его отцом и попросил его рассказать мне все, что произошло. Он сказал: «Ахмад страдал от болезни, о которой он тебе не говорил. Вчера мы совершали послеполуденную молитву вместе, и я сказал ему: сын, приходи сегодня к нам на ифтар и поужинай с нами». И он ответил: «Отец, сегодня я хочу подольше побыть в мечети. Я чувствую нечто особенное. Пожалуйста, оставь меня здесь». Но он не пришел даже после ифтара, поэтому я отправил его младшего брата, которому около 10 лет, пойти и позвать его. Он вернулся весь в слезах и сказал: «Отец, Ахмад не может говорить». Я побежал в мечеть и увидел, как он лежит, прислонившись к ступеням мимбара, как он обычно лежал. Когда я подбежал к нему, он едва дышал. У него в руках был Коран. Я положил его голову себе на плечо. Он пытался мне что-то сказать. Мне пришлось придвинуться к нему поближе, так как он не мог громко говорить. Он умирал. Мы вызвали скорую. Умирая, он сказал: «Передай мой салям шейху, передай мой салям шейху». Поэтому я позвонил тебе, шейх, чтобы передать то, что он доверил мне. Внезапно его голос полностью изменился и зазвучал чисто и красиво. И он начал читать. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Он дочитал аят до конца, а затем душа покинула его тело. После этого его отец спросил у меня: «Шейх, что случилось с моим сыном, когда он отправился в ту поездку?» Я ответил: «Я обещал никому не рассказывать всю историю и не говорить о том, что он сделал. Поэтому я сказал ему только: он временно утратил свою веру, или он потерял своего друга». Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда ты совершаешь грех, вера подобна твоему другу. Она парит над тобой, пока ты совершаешь грех. И когда ты заканчиваешь совершать грех, вера возвращается к тебе, чтобы заставить тебя почувствовать вину, покаяться и начать свою жизнь сначала. Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что эта лекция принесет вам пользу и даст вам надежду. Как бы сильно вы ни согрешили, помните, что Аллах прощающий, милостивый. Аллах любит, когда его раб возвращается к нему, даже если ты грешил всю жизнь. Неважно, что ты думаешь о себе. Никогда не отчаивайся в милости и прощении Всевышнего Аллаха. Братья и сестры, этой ночью совершите 2 ракаата молитвы. Попросите Аллаха простить вас, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Дорогие братья и сестры, я благодарю вас за ваше внимание и благодарю вас за то, что пригласили меня. Сегодня я прощаюсь с вами и возвращаюсь в Австралию. Я хочу поблагодарить всех организаторов и волонтеров. Клянусь Аллахом, в этот раз я ощутил такое счастье и комфорт, которого раньше никогда не чувствовал. Пусть Аллах свят Он и велик дарует свое прощение каждому из нас. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции.
Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.